Сейд Хилшин Сухамин доброй ночи, дорогие друзья. Доброй ночи, действительно, потому что уже 9 час ночи. Это тот же день, пятница, 2 сентября. Привезли мне на заказ. У меня заказ свадебный на свадьбу еды. Нужно приготовить. Пока буду показывать только кур, потому что я сегодня их замариную, а уже завтра только ночью буду их жарить. У меня, значит, заказ 25 кур, 16 печеночных тортиков, из 15 килограмм, ну, получается, если где-то из 20 килограмм, из 20 килограмм мяса котлеты и из 13 килограмм, по-моему, ну, если уже готовы приготовить, голубцов и тефтелей. Голубцы, не тефтели, голубцы и перцы. Перцы в духовке с сыром и голубцы. Вот такой вот у нас заказ, друзья, на воскресенье, ну, на субботу. В субботу буду делать, в воскресенье утром отправлять. Сегодня, как я сказала, в пятницу. Один вот такой вот замес кур я уже замариновала, поэтому уже у меня тазик красненький. И отправила в морозилку. Будут лежать в морозилке, потихонечку заморозятся и замаринуются. И только завтра, как я сказала, поздней ночью я их буду запекать. Просто, вообще-то, как всегда, да, не хотела снимать. Всегда говорю, я не хотела снимать. Но буду снимать. Вот что я делаю. И у меня еще сегодня заказ, друзья. Мне чуть-чуть попозже придется, наверное, лечь. Хотя я и так не ложусь рано. Так, говорить пропорции, чего, как я не буду. Потому что сегодня буду просто так. Чтобы побыть с вами на связи. Я не знаю, мешает ли мой вентилятор, но без него я просто не могу. Так, ну, соль, паприка. Немножко добавлю хмели сунели для аромата. Чесночный перец. Все на глаз сегодня, девочки и мальчики. Черный перец. Только что у меня, ну, буквально час тому назад, наверное, вышел ролик. Так, красный жгучий перец, щепоточку вот такую добавлю. Все это перемешаю. Сегодня не буду добавлять соевый соус и растительное масло. Уже завтра добавлю, перед тем, как пожарить. После обеда разморожу и поздно ночью пожарю. Чтобы где-то в 12 час ночи, может быть, чтобы забрали они. Потому что жара, вы сами знаете, ужасная, они у них могут испортиться. И все. Ну, сберкати юлуж, могуж мяши, юлуж холозу, божью или царь вознедел. Чтобы все были здоровы, счастливы. Чтобы жених и невеста были здоровы и счастливы. Чтобы сноха была хорошая. С такими пожеланиями. Я и первый замес для них сделала. И второй теперь сделаю. И теперь перемешаем так. Я снимаю, оказывается, всегда сама себе мешаю. Не знаю, как поймать ракурс, чтобы не заслонять камеру. Так, и многие пишут, когда у меня рукава не засучены, почему не засучила рукава. Мешают. Но, к сожалению, конечно, когда нет камеры, все происходит по-другому. И рукава подтянул, и без хиджаба. Ну, сейчас я тоже без хиджаба, друзья, скажу вам честно, потому что я уже говорила в прошлом ролике. Жара ужасная. В хиджабе не получается, конечно, долго быть. Вот. Хоть и ночь, хоть и вечер, но за день все-таки комната очень накаляется. Теперь тщательно все вот так вот. Я, правда, не люблю вот так вот делать, но обычно я каждую часть намазываю, делаю такую намазку. Сейчас просто так перемешаю. Так меня научила делать Танзила. Мама, зачем ты мучаешься, каждую часть намазываешь? Так. Конечно, мне кажется, все-таки, когда на каждую часть намазано, это лучше. Ну, вот так вот. Сейчас перемешаю. Минут на 10-15 оставлю. Еще раз перемешаю. И потом разложу в кульки. Ну, по одной курочке, по 2 курочки, наверное. Ну, пока вот кулечек беленький. Так, и тоже один слой я уже положила в морозилку. Положу второй слой. Потому что в холодильнике оставлять, конечно, это опасно. Витринный холодильник. Сейчас я даже боюсь сказать что-то.
У меня витринный холодильник есть еще когда-то, когда у меня был свой магазин. Но он у меня верой и правдой служил, мне очень помогал, особенно я всегда там ставила молоко свое. Но он уже, может быть, помните, я в прошлом году говорила, по-моему, 2-й или 3-й сезон стоит сломанный. Я все не могла дозваться себе мастера починить его. Обещали и не приходили. А потом раз я забывала и оставляла его. Думаю, ладно, не нужен уже зима. Что это? Мне даже, видите, мороженку принесли. Где это? Вот. Так. И, наконец-то, я дозвалась одного мастера, чтобы он мне починил витринный холодильник. Я не думала, что там сломался мотор, но, оказывается, надо менять мотор, потом новую жидкость вливать. И это уже обходится, на сей момент немножко дороговато, да? 10 тысяч надо заплатить. Пока в этом месяце не могу. И скажу сразу, если я это говорю, это не значит, что я прошу у кого-то деньги. Ради бога, не думайте об этом. Одна подписчица ко мне пристала, что когда я говорила о маслобойке, о том, что показала, что у меня миксер сломан, это не значит, что я прошу у кого-то. Почему так всегда, почему так думают, я не знаю. Она еще говорит мне, вы кокетничаете, когда получаете что-то, как будто бы вам не нравится, в принципе, вы сами, говорит, просите. Я не прошу, я просто рассказываю. Я же всегда говорю, мои дорогие друзья. А с друзьями же о чем-то общаются, что-то говорят. У меня же не канал там кулинарный, что я просто приготовила, показала это самое. У меня просто канал действительно для общения. Для того, чтобы рассказать, как именно моя семья живет, как живу я. На моем примере, чтобы люди видели, как живут, например, в принципе, наверное, 50% жителей Ингушетии, мне так кажется, по крайней мере. Или пускай, если даже не все так живут, я живу, одна из Ингушетии, одна семья вот так вот живет. То у нас есть деньги, то у нас их нет. Именно, как и у всех людей, мне так кажется. И от того, что я сказала, что у меня сегодня сломан холодильник, мне нужно 10 тысяч на этот холодильник, я собираюсь его сделать на следующий месяц, ремонтировать. Это не значит, что я прошу у подписчиков деньги. Ни в коем случае я не прошу у них, ни у них, ни у вас никаких денег. Просто когда идет разговор, у меня так получается, что я разговариваю как будто со своими родными, со своими близкими, со своими друзьями действительно. И просто рассказываю о своей жизни, что у меня случилось, где что у меня сломалось, где какая там у меня, о чем я думаю, что я намечаю. И я вам поэтому рассказываю, что сломался холодильник, сломался миксер. Это же не значит, что я прошу этот миксер купить. Пожалуйста, не думайте так обо мне. И она еще пишет, теперь завтра, клич дан, завтра уже будет реклама того, что, не реклама, что благодетельницы завтра пришлют, и будешь рассказывать, что тебе прислали там миксер или еще что-то, что еще. Зачем так писать? Благодетельницы, которые, в принципе, мне присылали, все которые мне присылали, эти благодетельницы, по ее словам, мои подписчицы, которые со мной общаются каждый день. И не один раз. Мы целый день на связи. Правда, с которой тестораскатку купила, с ней врать не буду. С Иночкой мы общаемся не каждый день, но тоже общаемся. Она на связи. Она может вам и в комментариях написать. А остальные девочки со мной общаются. Мы целый день в группе общаемся. Целый день. Иногда, правда, я не могу заходить, поздно захожу или как-то, но они и между собой общаются. Если мне что-то нужно, я могу уже не говорить, не то, что не уже, а я и так не говорила, что мне что-то нужно. Я могу не говорить это на канале. Если что-то мне нужно, и я попрошу этих девочек, эти девочки мне пришлют все, что я хочу, что у них в силах. То, что я хочу, конечно, они не смогут прислать, но если это в их силах, то они мне пришлют. Если мне надо, я их попрошу. Я уже не постесняюсь их, потому что они мне уже близкие, родные, как моя сестра, как мои братья, как мои дети, в принципе. Я могу даже, не знаю, дать вам честное слово, я клясться просто не люблю, что они мне
так же близки, как мои близкие родственники. И я их могу в любой момент попросить, и они мне помогут, если мне нужна эта помощь. И я не буду об этом просить на канале, чтобы вот у меня сломалось там это, что-то, купите мне. Не знаю, может, вам не понравилось, конечно, что я так разгоряченно это сказала, но мне было немножко не по себе, когда она вот, я ей говорю, она все равно на своем стоит. Я еще сказала, что у меня есть блендер прекрасный. А почему вы в этом блендере не взбивали масло? Да в блендере как взбить масло, я не понимаю. И у меня миксер, в принципе, нормальный, он рабочий, просто сломалась подставка от миксера, просто времени больше. Единственное, что я, видимо, забыла написать «ускорить», там, где продолжается, показывается, это слишком долго, видимо, было, да, и Ибрагим пропустил без, или я не написала, я не знаю, что вот было написано, я хотела, чтобы ускорено все это было, и я не мучилась, сбивая это масло, я не знаю, вот один человек вот так вот портит, конечно, настроение, но имейте в виду, именно я пишу той, которая мне написала, что я ни у кого ничего не прошу. Никому в карманы не заглядывала. Ни я, ни мои дети. Вы уже 2 года со мной, кто со мной 2 года. Прекрасно видите, что вся моя семья трудится. Извините, что меня не видно, я с вами общаюсь так. Вся моя семья работает. Вся семья. Единственное, у меня не работает Ибрагим, который учится. Но и он и по дому помогает, и что может, мне делает. Никогда ни у кого ничего не просили, никакой помощи не ждали. Не то, что сейчас, когда у меня уже взрослые дети. Они были совсем маленькими, когда мы начали работать, когда, да, нам помогали тогда, однозначно. Но мы никогда не сидели без работы. Ни я, ни мои дети. И, пожалуйста, не обвиняйте нас в этом. А то, кто нам дарит от чистого сердца что-то, просто из-за того, что полюбил меня, мою семью, моих детей, это же не значит, что я это прошу. Это не значит, что, я не знаю, я кокетничаю или еще что-то. Это просто проявление любви ко мне, к моим детям, к моей маме, к нашей семье. И я безмерно им благодарна. Да, мне бывает очень-очень приятно, но и одновременно бывает не по себе. Но не сказать на канале мне тоже бывает неудобно. Я могу промолчать и не сказать, что мне подарили, что мне купили. Но мне как-то от этих девочек неудобно это не говорить, опять-таки. Понимаете, люди подарили, и мне хочется сказать, мне хочется поделиться даже тем, что вот не поделиться тем, что вот мне подарен этот подарок, он мне дорог. Он мне дорог, конечно, но тем, что мне дорого внимание, которое мне сделано. Значит, человек, который мне подарил, тем более дорогую такую вещь, да хоть недорогую, хоть мелочь, хоть букетик цветочков, хоть что-то, это же проявление любви ко мне, к человеку, который меня никогда в жизни не видел, который никогда в жизни, в принципе, меня, может быть, и даже не знает. Но мои девочки, что со мной в группе, они намного лучше вас, меня знают, потому что мы очень тесно общаемся. И мы уже общаемся, по-моему, почти год. И за год они могут меня узнать, конечно, хоть и не лично, но онлайн очень много о человеке можно узнать, общаясь. И мне очень приятно в том смысле, что вот именно я завоевала любовь своих подписчиков, уважение своих подписчиков. Это не обязательно, это не говорит, что я вот всех хочу, чтобы все мне начали дарить подарки и выявляли свою любовь таким образом. Нет, поймите меня правильно. Может быть, я как-то неправильно объясняю, неправильно доношу до вас, всех моих подписчиков, которые, ну, в основном все это понимают, конечно, но вот бывают некоторые, которые не понимают. Еще раз извините, что меня не видно, а я разговариваю на фоне кур. Мне тут еще кто-то написал, почему вы показываете этих дохлых кур, ну, когда я их мариновала, что-то делала, лучше показывайте рецепты ингушского народа. Хотя у меня и рецепты есть ингушские. Короче, вот так вот, друзья. Не хотела об этом говорить, но как-то, к слову, это все и вышло. Как всегда, спонтанно. Сейчас немножко, пока я съем свою мороженку,
они постоят, я еще раз перекручу и разложу в пакеты и в морозилку. И сегодня у меня еще, да, заказ пельменей и вареников. Ну вот, друзья, мороженка съета, а за ним еще и стакан чая. Теперь будем укладывать в кулечки наши кур и в морозилку. И потом займусь уже другим заказом. Вот так вот. И не знаю, я так на эмоциях ответила той комментаторше. Если что, вы меня, конечно, извините. Так, вот что я делаю, да. Вот так вот. Вот так вот я положу, и они будут лежать. А пока в чашу положу. С этим заказом нет салатиков. Ну, там они сами делают, что успеют, делают сами. А вот то, что они не успеют делать, мне нужно. А, я, по-моему, не говорила. Мне еще котлеты нужно сделать. Или я говорила, я не знаю. По-моему, говорила. Да, включаю, выключаю камеру, забываю. Иногда, я не знаю, с вами бывает это или нет. Но это, по-моему, у меня последствия после операции, после наркоза. Могу, ну, какой-нибудь там 4-минутное, 3-минутное сообщение слушаю на WhatsApp. И забываю, если сразу вот какая-то фраза сказана, если сразу не отвечаю, за 3 минуты, что я прослушала, я забываю иногда, что было сказано ранее. Поэтому, если я повторяюсь в роликах, то уж вы меня извините. Старость не радость. Вот так вот. Так. И знаете, мне подписчица моя, которая со мной общается, спрашивает, ну, насчет того, что вот, например, если женится сын мой, то невеста будет жить с нами, или, ну, в смысле, вот они будут с нами жить, молодые с нами будут жить, или отделятся. Мы как-то об этом еще не говорили, но я уже давно своим сыновьям сказала, причем обоим старшим, что если вдруг вы хотите жить отдельно, то я не против. Пускай живут. Пока, конечно, им придется снимать квартиру, если они хотят жить отдельно, потому что, сами знаете, у нас нет другого жилья. У нас и это еще не все достроено. Поэтому, может быть, еще кого-то интересует. Я поэтому отвечаю. Я даже им сказала, без обид. Если вдруг вы думаете, что я там обиделась или еще что-то, или обижусь, нет, пускай. Я вообще, в принципе, всегда, друзья, думала и сейчас думаю, что в первое время, хотя бы первые полгода, год, все-таки молодым было бы хорошо жить отдельно. Любым. Не то, что моим, а вообще любым. Чтобы они как-то друг к другу больше привыкли. А потом уже, если хотят, пускай живут с родителями. Не хотят, пусть живут сами. Ну, конечно, когда уже родителям нужны дети, и они уже получаются как бы уже, ну, старые, да, тогда, конечно, кто-то с родителями должен быть всегда. Это однозначно. Когда, например, мне на сегодняшний день, если они женятся и отделятся, мне, в принципе, на данный момент и не нужна помощница, если, конечно, они будут жить отдельно. А так, если, конечно, мои сыновья не женаты, мне нужна по-любому помощница. Но, конечно, и опять-таки, все, конечно, да, вот слова-паразиты. Мне было бы очень приятно, если бы невестка бы захотела со мной остаться, и осталась бы, и жила со мной, и мы бы дружно жили бы. Это однозначно. Любой матери было бы приятно, любой свекрови было бы приятно. Но если даже они будут жить отдельно, я не обижусь. Пускай живут, лишь бы они жили, лишь бы они между собой ладили. И так, пускай. Чем могу, я буду помогать. Чем могут, пусть они мне помогают. Так что без вопросов.
Вот такие вот. Вот такой вот был мне задан вопрос. И да, еще было сказано, если вот, ну вот будет невеста и будет она со мной жить, что она, ну, что ты ей будешь разрешать как бы делать, да? Если, конечно, она хочет, ну типа, все хозяйство ты на нее возложишь, ну, если она этого прям хочет, чтобы, ну, как я поняла, потом эта подписчица сказала, что, ну, вдруг она хочет, чтобы вот она была полноправной там хозяйкой, чтобы там она все делала сама, да, пожалуйста, пускай делает. Если она это хочет, если ей не нужна моя помощь или что-то, пускай без вопросов. Но вряд ли молодая девочка без помощи справится с моим домом, с моим хозяйством. Поэтому все равно, если и делать, то нам нужно будет делать совместно все, мне кажется. Итак, пожалуйста, пускай. Если хочет взять себе кухню, пожалуйста, пусть. Все ваши капризы будут выполнены. Ну, капризы невестушки моей, да? Пожалуйста, я могу просто себе снимать на YouTube какие-то рецептики, что-то. Было бы здорово, если бы пришла невестка и все бы взяла в свои руки. А так, если мы будем вместе, если будет YouTube, вы узнаете, что и как у нас будет происходить. Будут со мной жить, будут отдельно жить. И что будет делать моя невестка. Надеюсь, это будет скоро, наверное. Очень бы хотелось. А там посмотрим, как даст Всевышний. Вот так вот, девочки, мальчики, друзья. Теперь я пойду положу это в морозилку. Уберу здесь. И мы с вами, наверное, будем месить тесто и лепить вареники, пельмешки. Так, ну и фарш все-таки решила перемешать. Он был в больших 2 пакетах, в 3 даже. Сейчас перемешаю. И видите, он у меня уже немножко даже подмерз, пока стоял. Я сразу в морозилку, конечно, его засунула. Перемешаю и по 2 килограмма положу, чтобы завтра к вечеру размораживать было легче. А то если я вот таким вот огромным комом поставлю в морозилку, то, конечно, потом долго будет размораживаться. А так разложу, и будет все нормально. Так, боюсь, что фарш жирный. Котлеты будет трудно из них лепить. Вот так вот. Ну, не буду у вас время отнимать. Так, ну и вот, друзья, вот так вот я разложила по пакетам мясо. В один пакет положила 3 килограмма и по 2 килограмма в эти. И теперь я их положу в морозилку до завтрашнего вечера. И по ходу я сегодня не буду лепить пельмени и вареники, мы их сделаем уже завтра. На этом мне и так кажется, что мой ролик будет нормально длинным. Вот так вот. Друзья, это подготовительный процесс завершен. Завтра уже надо делать заказ. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия.